Коми-блюда руками москвичей. Модные столичные рестораторы провели в Сыктывкаре открытый мастер-класс. Оказалось, шедевр можно сделать из любых подручных продуктов. Главное, ничего не бояться и любить фантазировать. Предупредим сразу, многие предложенные рецепты вам покажутся нетипичными, но Ольга Коняева знает, что лучше один раз попробовать, чем долго говорить. Известные шеф-повары Москвы на основе традиционных технологий, рецептов и продуктов коми-народа сейчас проектируют блюда высокой кухни. Новые яства войдут в презентационный буклет и, возможно, будут подаваться в кафе и ресторанах республики. Шеф-повар московского ресторана Николай Чернышов – мастер не только русской кухни. 2 года в Америке, 6 лет в Японии дают о себе знать. Там, так же, как и в Коми, часто едят сырую рыбу. Теперь ресторатор охотно делится опытом. Мы ни в коем случае не учить приехали, а просто показать какие-то интересные мировые веяния, какие можно применять в вашей национальной кухне. Я, кстати, ее очень люблю. У меня друг, как мы еще когда учились в институте вместе, он как раз из Сыктывкара и туда выше даже еще. И очень люблю вашу рыбу печорского посола. Она мне так нравится, хотя у нее запах специфический. Ставшая привычной коми-еда оказалась вполне подходящей для изысканных ресторанных блюд. Главное, как подать и чем приправить. К примеру, строганину из оленины Николай Чернышов полил горчично-медовым соусом. Вкус непередаваемый. Это, конечно, очень дорогие блюда. Дома такого не каждый день приготовишь. А так, на заметку все, конечно, возьму. Если какой-то праздник, то можно приготовить. Потому что очень вкусно понравилось. Обычную клюкву и бруснику второй шеф-повар Александр Муравлев подал в замороженном виде со сгущенкой и кедровыми орешками. Весьма необычные ощущения. Совершенно простые блюда в руках умельцев могут стать популярными во всем мире. Допустим, завтра мы будем знакомиться с вашим национальным хлебом шанги. Да? И, конечно же, вдруг я неожиданно для себя провел параллели с традиционным народным хлебом под названием пицца или пиццетта в Италии. Вот казалось бы, да, насколько это далекие места, а по форме, по структуре и, в принципе, очень похожи, да, но только используется разная текстура теста, да, потому что здесь пшеница не произрастает, ну, в изобилии, да, поэтому в основном ржаная, грубая, но, тем не менее полезная еда. Ростбиф из оленины, запеченный в ржаном тесте, копченая форель с семгой и медовым соусом, бутер по-печорски и еще 3 блюда, названия для которых пока не разработали, совсем скоро станут изюминкой меню ресторанов Коми. В нашем меню представлена целая страница коми-блюд. В нее входят и салаты, и закуски, и горячие блюда. Относимся очень даже положительно. Мы ресторан для гостиницы. И, естественно, мы первые на пути тех гостей, которые приезжают к нам в город. Соответственно, возникает вопрос наших национальных блюд. Нужность такой пищи очевидна. Владельцы ресторанов уже предвкушают популярность новинок. И кто-то даже планирует открыть отдельные этнозалы в своих заведениях. Ольга Коняева, Надежда Бушенева, Павел Фетисов, Олег Жуковский, телеканал Юрган.